Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии буду я с вами вместе с нашими гостями. Будем обсуждать самые актуальные новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. И начнем со следующего информационного сообщения. В эфире телеканала АТР председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщил, что не исключает вероятности эскалации агрессии на юге Украины. Так, Путин постарается решить вопрос воды. Давайте послушаем Рифата Чубарова. Недостаток воды в Крыму может послужить для Путина прикрытием для расширения агрессии против украинского государства. Но это не может быть, знаете, такой причиной, чтобы говорить о том, что вот люди там изнемогают без воды, и поэтому у него не было другого выхода, как, скажем, взять под контроль те территории, откуда поступала вода в Крым, то есть буквально до Каховского водохранилища. Но вот эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд считает, что без пресной воды аннексированный Россией Крым долго не продержится в условиях климатических изменений, особенно из-за усилившейся засухи. Он не исключает, что когда в Крыму не будет хватать воды для элементарных нужд населения, тогда могут быть самые разные сценарии военного вторжения в Украину и даже открытая война за Северокрымский канал. Давайте послушаем его цитату. Питання таким чином стає все більш гострим. Я боюся, що в якийсь момент комусь у Кремлі може здатися, що ось потрібно вирішити це питання. Раз ми не можемо або не хочемо це вирішити технологічним шляхом, то явний вихід – завоювання Північно-Кримського каналу до Дніпра. Це означало б велику війну. Ну а с нами сейчас на прямой связи политолог Олег Саакян. Давайте его поприветствуем. Витаю вас. Добрый. Добрый день. Да, ну только что вы слышали заявление председателя Меджлиса крымско-татарского народа, вы слышали заявление эксперта Украинского института будущего в Киеве Андреаса Умланда относительно воды в оккупированном Крыму. Как вы думаете, на что может пойти Путин для восстановления водоснабжения Крыма? Ну, конечно же, откидывать сценарий более масштабного противостояния военного нельзя, как минимум ровно для того, чтобы быть к нему готовыми, для того, чтобы его не допустить. Поскольку Россия может пойти в своих амбициях, в своих действиях ровно до туда Украина будет позволить ей это сделать. Либо своим бессилием, либо неспособностью, либо наоборот, способностью обороняться и возможными катастрофическими последствиями для самой России. Ведь мы понимаем, что сейчас, например, если брать линейную ситуацию, то Россия не готова к таким полномасштабным боевым действиям. Для них ситуация с углеводородами на сегодняшний день стала критической для экономической системы России. Она в глубокой стагнации, и на самом деле сейчас справиться с этим вызовом не может, и это достаточно серьезные для них проблемы. А война с Украиной это может стать критическим политическим для них вызовом, который может развалить просто сегодняшнюю политическую конструкцию. Ведь поддержка Путина сегодня очень низка, поддержки на войну в России нету, и поэтому, в частности, Россия рассказывает же про то, что их там нет, и российских войск нет, и вообще, собственно, это война не России. Если брать восток Украины, то не так называемый ЛНР, не так называемый ДНР Россия же не признает даже. Она говорит, что это внутренняя ситуация, потому что и в России население не поддержит. С другой стороны, конечно же, идти на определенные эскалации на фронте на Востоке для того, чтобы сделать Украину более сговорчивой, ну, в видении России, в их иллюзиях, конечно же, Россия может. Поэтому откидывать полностью сценарий определенной дестабилизации и продолжения прокси-войны, такой странной войны, либо дивной, как ее называли российские стратегии еще в конце 90-х, начале 2000-х, когда разрабатывали концепцию современной гибридной войны, то, конечно же, это очень вероятно. Но, скорее всего, это будет идти в комплексе с дестабилизацией изнутри. То есть, если не будет возможности дестабилизировать страну изнутри, то любые военные действия со стороны России, они будут неэффективными, поскольку мобилизироваться украинская армия может. Все-таки мы не в том состоянии, как в 2014 году были. И на сегодняшний день Россия открытого противостояния с Украиной не выдержит не в плане того, что она не сможет победить. Она сможет победить. Но это будет такой кровью, которая станет для России первой победой. И вполне вероятно, что Россия даже не переживет этого периода войны для того, чтобы увидеть
собственную победу. Мгм. Ну вот если отодвинуть в сторону вариант военной агрессии на материковую часть с Крыма или там эскалацию на Донбассе Украины, каким еще образом, какими методами Россия может педалировать вопрос воды? Экономическое удушье. К сожалению, мы понимаем, что Россия достаточно активно себя ведет, агрессивно и активно в акватории Черного моря и Азовского. Украинская экономика в достаточно большой степени зависима от экспорта именно через морские порты. Поэтому, конечно же, подобные агрессивные действия России могут быть инструментами давления. То есть, условно говоря, Россия может под видом учений, еще какими другими агрессивными действиями сорвать Украине поставки через порты, Мгм. отгрузки экспорта. И таким образом взять в экономический клешник, который будет достаточно серьезно влиять на украинскую экономику. Ну и другие, я сейчас не буду подсказывать врагу способы, есть, которые Россия может воспользоваться. Но, с другой стороны, они являются очевидными для экспертов. Они прорабатываются, в частности, и западными странами и сообществами. И во многом 2021 год уже сейчас на разных международных площадках обговаривается как, возможно, год темы европейской безопасности. Потому что все прекрасно понимают, что подобное блокирование это будет не только удавка на Украине, к которой мы уже привыкли, мы помним, газовые, торговые, экономические войны различные. Российская физическая агрессия имела свои различные не военные формы еще до того за десятилетия. То Европа понимает, что это может быть очень серьезный прецедент на море. И, соответственно, это может повлиять и на соседние страны и санкционировать подобные действия в будущем относительно других субъектов международных. Мгм. Соответственно, тут реакция на действия России будет очень жесткой. Это не только санкции, это будет помимо усиления санкций, это будет и большая военная поддержка Украины, и многие другие вещи, которые Россия озвучивается на международных площадках для того, чтобы ее сдержать от подобных сценариев. А насколько, как вы думаете, Путину важно решить вопрос водоснабжения в оккупированный Крым, учитывая сложную внутриполитическую ситуацию в стране, в Российской Федерации? И если посмотреть на последние рейтинги Левада-центра, то рейтинги Путина упали до исторического минимума, если не ошибаюсь, там цифра была 25%. Абсолютно. Это абсолютный минимум для Путина. Причем это уже на грани, очень люблю эту фразу, как психологическая там, цифра, либо линия. Но это где-то так, потому что для россиян, конечно же, это сейчас очень показательная цифра. Конечно же, для Путина вода в Крым является важной. Но я бы не сказал, что она ему важнее, нежели собственная шкура. В вопросах воды решение этого вопроса для России может стоить, собственно, для Путина может стоить его будущего фактически. Как в должности, так и его режима, который он выстраивал, который может просто не пережить более агрессивные действия под видом обеспечения поставок воды в Крым, например, Мгм. военную милитаризацию и так далее. Плюс надо отдать должное, что Россия провела некоторые меры для того, чтобы на сегодняшний день обеспечить частично водой критические для нее объекты. А критические объекты для нее армейские структуры. Поскольку население ей абсолютно фиолетово, и в случае чего Крым знал уже на себе опыты депортации, а в России бескрайняя Сибирь. Поэтому, к сожалению, мы можем увидеть в случае, если воды действительно будет не хватать, поскольку на сегодняшний день для населения количества воды достаточно, а если будет острая нехватка, то ее будет перебрасывать на военных, соответственно, населению будет не хватать воды, то в таком случае мы можем увидеть демографическое истощение региона. Причем искусственными методами, стимулирования мягкие, либо жесткие стимулирования переселений. Потому что России Крым не нужен как территория жизни. Мы же понимаем прекрасно, что для нее это плавучий, не плавучий, вернее, а наоборот сухопутный авианосец посреди Черного моря. Ей важно, чтобы там были ядерные боеголовки, были самолеты, были корабли, а люди ровно в том количестве, в котором необходимо для обеспечения этой инфраструктуры. А это небольшая лишь толика тех людей, которые на сегодняшний день проживают. Плюс мы Мгм. видим, как в Крыму повышается урбанизация. Весь сельский Крым, степной Крым переселяется в города у Причерноморья. Тоже население Севастополя повысилось. А Севастополь, напомню, не питается с Северокрымского канала и никогда не питался оттуда водой. Это отдельное водохранилище, отдельная система. И там просто даже физически той воды, которая и была раньше, вот для обеспечения Севастополя, её физически перестанет хватать. И даже пуск воды по Северокрымскому каналу, если такой сценарий даже вот там рассматриваем где-то под каким-то углом с низкой вероятностью, он не спасет Севастополь от нехватки воды. Там все равно ее будет не хватать. Поэтому Россия, конечно, в Крыму попала в капкан собственными же усилиями и теперь яростно прыгает на нем.
Но вот какова вероятность того, что украинская власть решит подавать воду в оккупированный Крым? Вы знаете, вот некоторое время назад в украинских неофициальных телеграм-каналах писали, что в аппарате президента есть ряд экспертов, которые говорят, что в Крым нужно подавать воду в виде помощи гражданам Украины и преподносит это как вот гуманитарная катастрофа, и что вот нужно помочь своим гражданам. Вот при каком случае Украина может согласиться на это? В том случае, если действительно будет критическая гуманитарная ситуация, тогда Украина может бутылями, цистернами, какими-либо другими способами поставлять питьевую воду украинским гражданам в виде гуманитарной помощи. Но Северокрымский канал не суждено ему быть пущенным, поскольку это символический будет шаг, неприемлемый для украинского общества, раз. Два, это юридически неприемлемый шаг, поскольку это требует легализации присутствия России, российских структур, потому что как-то надо расплачиваться, как-то доставлять, должен быть оператор этой системы и так далее. Это невозможно сделать сейчас. И третий момент, мы же понимаем, что сейчас, если резко взять и открыть забрало, то, с одной стороны, это нарушит водообмен в Херсонской области, поскольку в эти годы эта вода перенаправлялась, технологический процесс был перестроен, с одной стороны. А с другой стороны, это станет просто катастрофическим, ужасным сном, кошмаром для львиной части коллаборантов в Крыму, руководства, имеется в виду коллаборационных структур, поскольку часть Северокрымского канала по территории Крыма уже приведена в негодность технологическую. Где-то что-то разворовано, где-то распилено, где-то просто простой столько лет без воды обветшали структуры. Они и так были старыми, и так были в техническом состоянии, скажем, изношенном. А на сегодняшний день они уже могут быть, находиться в катастрофическом, по крайней мере, по ряду участков такая информация уже есть. Поэтому если пустить воду, то это может просто разрушить существующую инфраструктуру там и показать, что сегодняшние оккупационные власти всячески наживались, распиливали и, в общем-то, даже не поддерживали эту инфраструктуру в удобоваримом состоянии для того, чтобы гипотетически, если даже вода будет пущена, чтобы она могла дойти до домов и фермерств крымских жителей. Мгм. Ну, даже если подавать воду, как сказал Шмыгаль, помните, в Верховной Раде Украины, и вот вы только что упомянули цистернами, там, баклажками, то в любом случае это же как-то должно быть прописано, это же должен быть какой-то создан, наверное, договор, как он будет выглядеть. Украина-Крым в автономную республику Крым или республика Крым, то есть как это будет? Абсолютно. Если даже такая ситуация будет складываться, мы же с вами понимаем, сейчас она достаточно гипотетична. Но, тем не менее, это должно быть признание со стороны оккупанта, что там прошу прощения, то, что там гуманитарная катастрофа. Соответственно, оккупант будет нести ответственность согласно Женевской конвенции за то, что они допустили гуманитарную катастрофу на оккупированной территории, за которую они несут полную ответственность и должны обеспечить минимальные базовые потребности населения на оккупированных территориях. Раз. Два, Украина сможет это осуществлять через международные структуры. Условно говоря, Красный Крест, различные другие гуманитарные организации, сейчас не буду пиарить разные названия, их, слава богу, достаточное количество, будут в баклажке набирать в Херсоне воду и туда передавать посредством международных организаций по определенному количеству, на определенное количество населения. Мгм. Но вот если все-таки глобально рассуждать, и вопрос о поставке воды временно оккупированный Крым, спустя там 5 лет, если не ошибаюсь, в 2015 году был перекрыт Северокрымский канал, не даст ли повод нашим западным партнерам говорить о том, что как вы можете требовать от нас санкций в отношении России, если вы свои инструменты санкционные в виде воды не используете? Ну, на самом деле, воду никто поставлять не будет, мы же прекрасно понимаем, поэтому подобные сценарии сложно себе представлен со стороны Запада. Если действительно будет сложная гуманитарная потребность, то Украина сделает все, я так понимаю, для того, чтобы помочь персонально своим гражданам, насколько это будет возможно, но при этом не нарушая международные нормы и при этом не помогая никоим образом оккупанту, только он несет за это полноценную ответственность. И европейские, и западные партнеры точно так же прекрасно понимают, что есть тема гуманитарных потребностей, а есть все-таки принципы нерушимой целостности границы, суверенитета, территориальной целостности. И, соответственно, мы, как государство, которое пострадало, уж тем более не можем пойти на нарушение основополагающих краеугольных вещей для международной безопасности и международного мироустройства, за которые люди заплатили жизнями миллионов людей в течение нескольких мировых мясорубок, Первой и Второй мировой войны, и плюс еще в промежутках более мелких локальных конфликтов. Поэтому сейчас основная же претензия у мира к России даже не из-за нападения на Украину. Войн много в мире. А ровно из-за того, что Россия это сделала, нарушая любые международные нормы,
попрекая их, попрекая все те подписанные двухсторонние документы, которые были между Украиной и Россией, гарантии, и сделала это самым подлым образом, самый сложный для Украины момент, и еще и маскируясь под благие намерения. Поэтому, конечно же, в этих условиях я думаю, что никто из западных лидеров не возьмет на себя ответственности требовать. Намекнуть, да, но требовать пустить воду в Крым точно не смогут. Спасибо вам большое. Політолог Олег Саакян був з нами на прямому зв'язку. Спасибо большое. Okay. Ну а сейчас с нами связался, как мне подсказывают наши редактора, журналист Юрий Бутусов. Он с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Витаю. Да, ну только что вот мы с политологом Олегом Саакяном, вы, наверное, слышали, говорили про возможность возобновления водоснабжения на временно оккупированный Крым, потому что вы знаете, что сейчас и Рифат Чубаров вчера об этом говорил в эфире телеканала АТР. Он сказал, что Россия, чтобы возобновить водоснабжение, может пойти на некую эскалацию. Вот эксперты Украинского института будущего говорят, что без пресной воды в аннексированной России Крым долго не продержится в условиях климатических изменений. А вот как вы думаете, на что может пойти Путин, чтобы возобновить водоснабжение в Крым? И какова вероятность того, что Украина возобновит? Я думаю, что для Путина, в принципе, содержание Крыма и Донбасса — это очень дорогостоящий проект, который, конечно, для него ключевой вопрос, самый дорогой для него. Ему необходима легитимизация и признание Украиной факта аннексии, того, что Украина юридически, либо хотя бы фактически признает оккупацию по молдавско-приднестровскому варианту, когда вроде бы это не территория, это не признанная территория, но фактически Молдова предоставила ей, легитимизировала ее статус, предоставила ее гражданам все необходимые права, и бизнесу разрешает работать, и гражданам разрешает свободно передвигаться, получать паспорта. То есть для Путина важен именно этот вариант. Вот это самое дорогое для него в этой истории. Есть попутно экономические проблемы, но на самом деле они решаются, были бы инвестиции. В Крыму можно построить так же, как сделали в Сингапуре, то есть опреснительные установки для того, чтобы пресную воду получать прямо из моря. То есть все технологии в современном мире уже созданы. Ключевой вопрос — это доступ к капиталам, кредитным ресурсам и доступ к технологиям. Пока Украина не признает Крым и Донбасс частью России, пока Украина, это очень важно, борется вооруженным путем за освобождение этих территорий, то есть пока стреляют на фронте, значит, до тех пор Украина не сдается и не признает молдавский сценарий. И до этих пор невозможна никакая легитимизация Крыма, невозможно создание там каких-либо инфраструктурных проектов эффективных. Мы видим, что Россия даже турбины для теплоэлектростанций не может сама произвести. Даже это они в Германии вынуждены были брать. То есть у них нет технологий, у них нет, даже когда у них хватает денег, у них нет технологий. Все это западные технологии. Без них они не смогут ничего делать в Крыму. И, конечно, позиция Украины ключевая в этом вопросе. Угу. Ну вот ощущаете ли вы попытки со стороны украинских властей как-то этот вопрос решить или, возможно, подать воду в Крым? Ведь не зря лидер фракции «Слуга народа», потом из «Слуги народа» несколько парламентариев, потом даже Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады говорил о том, что там живут наши граждане, и если надо будет, нужно подавать воду цистернами, баклажками в Крым. Ну, безусловно, это абсолютно надуманная вещь. Опять-таки подчеркну, никакой проблемы гуманитарной для обеспечения граждан в Крыму нет. Во-первых, запасы пресной воды для физических лиц, для обеспечения питья самих жителей Крыма вполне достаточные в Крыму. Там нет воды для ведения аграрного сельского хозяйства. Там для аграрной промышленности нет воды. Там дорогая вода стала для тяжелой промышленности, там для того же завода «Титан» Фирташа, который продолжает работать. То есть вода стала дорогой. Но это не значит, что она исчезла. Она есть, просто ее добыча теперь из скважин стала обходиться дорого.
Можно ли там и каким-то другим образом обеспечить снабжение воды? Ну, конечно, можно. Технологии абсолютно отработаны. Я говорю, ну, вот есть и промышленность Сингапура, но они производят большую часть потребностей воды уже сами, опресняя морскую воду. Поэтому все это можно сделать. Никаких там трагедий, никакой причины спасать крымчан от засухи нет. Воды у них достаточно абсолютно. Недостаточно для кого? Для того, чтобы Россия продолжала колонизировать, эксплуатировать природу Крыма. Да, для этого недостаточно. Для развития промышленности там абсолютно недостаточно. Безусловно, в этом плане это большие проблемы. Но это ничего общего не имеет с выживанием людей. Для людей вода есть. Мгм. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме и новости. Журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы по регулированию конфликта на Донбассе как представители ОРДЛО. Давайте сейчас послушаем, как они прокомментировали назначение в трехстороннюю контактную группу и продолжим нашу беседу. Звучить страшно. Насправді я вже 5 років говорю на всіх ефірах. Якщо вже вам такі дорогі мінські угоди, а в них записано зобов'язання України консультуватися і узгоджувати деякі законопроекти з представниками окремих районів Донецької та Луганської області, то я теж із Донецька. Ведіть переговори зі мною. Мова не про консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовились і її не буде. До переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, в число яких увійшов і я. І у нас точно не менше прав представляти окремі райони. По-перше, на відміну від бойовиків ЛДНР, ми не є злочинцями, не віджимали, не мародерствували, не катували людей на підвалах. По-друге, ми не є громадянами Росії і маємо лише українські паспорти. Громадяни РФ не мають ніякого права вказувати, як нам в Україні жити і які закони приймати. Ну, впервые за 6 лет Украина привлекла представителей ОРДЛО в трехстороннюю контактную группу. Что это значит и почему пришлось ждать 6 лет? Украина не привлекала, слава богу, граждан, жителей ОРДЛО. То есть Украина привлекает жителей Донбасса, Да. украинского Донбасса, для участия в тристоронней контактной группе, которые, естественно, находятся, проживают на территории Украины. Вот. Поэтому, в принципе, это хороший шаг вперед. Я считаю, что это усиление. Впервые при президенте Зеленском мы видим некое усиление переговорной позиции. Потому что раньше в тристороннюю контактную группу набирали только людей компромиссных, готовых что-то подписать, типа консультативного совета, который придумал Андрей Ермак с участием представителей террористов. Вот это было, конечно, реальный ущерб, прямой удар по интересам Украины, ослабление нашей переговорной позиции. И надо отдать должное, вся активная часть гражданского общества абсолютно бескомпромиссно дала оценку этим опаснейшим предательским действиям. Поэтому то, что мы видим сейчас, это наоборот формирование сильной позиции. И Сергей Гармаш, и Денис Казанский — это убежденные патриоты Украины, это интеллектуальные люди, которые, на мой взгляд, действительно являются интеллектуальной элитой Донбасса, настоящей. И они вполне достойны представлять Украину как представители гражданского уровня контактной группы. Я не сомневаюсь в их патриотичной позиции, поэтому понимаю, что они будут максимально откровенно освещать эту проблему в наших СМИ, в нашем обществе, и они ни на какие компромиссы не пойдут. Ну вот я хотела спросить следующий вопрос. Вот что это даст, насколько вот присутствие там Сергея Гармаша, Дениса Казанского будет эффективно в работе трехсторонней контактной группы? Вот что это нам даст? Для представления интересов Украины это эффективно. То есть мы получаем людей, которые сделают достоянием гласности нарушение Российской Федерации договоренностей, получим полное представление о том, что там происходит. И мне кажется, что это выгодно для нашей страны, для нас всех. Это правильное решение.
Ну, можно ли говорить о том, что, по сути, сейчас Украина уравняла ставки в трехсторонней контактной группе и на международной информационной арене? Если это так, то как вы думаете, чем может ответить Москва? Смотрите, Украина пока еще ни в чем не уравняла ставки. Украина впервые сформировала свою позицию. Вот. Поэтому эта позиция на данный момент в виде новых людей и нового принципа, что жители Донбасса — это не те, кто сейчас живут в ОРДЛО, а это те, кто там жил и до войны. Поэтому это очень правильная позиция, которую, безусловно, необходимо, которая, безусловно, это изменение. Но чтобы эта позиция могла на что-то влиять, мы первое, президент Украины должен определить стратегию ведения переговоров, то есть должны быть заданы рамки переговоров, а рамки переговоров могут быть только одни. Любые компромиссы, любые договоренности возможны только после, первое, вывода войск, и второе, после захода украинских войск на границу между Донбасса и Российской Федерацией. Мгм. То есть вот если это произойдет, то после этого можно о чем-то вести политические переговоры. Если нет, то все это очередной мыльный пузырь, который для затягивания времени, а мы видим, что Россия по приднестровскому варианту просто затягивает время, чтобы эти мирные переговоры были бесконечны на многие годы, на десятки лет, чтобы де-факто можно было сказать: ну видите, мы же как-то двигаемся по этому конфликту. Мы же чего-то пытаемся делать, что-то говорим, ну не получается, но мы продолжаем общение. То есть вот это главная угроза сейчас, и, безусловно, Россия хочет ее реализовать. Мгм. Ну вот когда мы с нашими гостями говорим про эффективность либо неэффективность Минских соглашений и работы трехсторонней контактной группы, вот многие эксперты, вот у нас был в гостях экс-народный депутат Украины Леонид Емец, он сказал, что Минские соглашения для Украины нужны только для того, чтобы показывать мировому сообществу, как Россия не выполняет условия Минских соглашений, и Минск, в принципе, нужен для того, чтобы усиливать санкции в отношении Российской Федерации. Ну а Россия, в свою очередь, как вы сказали, затягивает этот процесс, выступает в роли вот переговорщика такого, да, который хочет решить этот вопрос и тем самым снять с себя санкции. Вот вы согласны с такой точкой зрения? Ну, в целом можно сказать, что она имеет право на существование. Есть просто свои нюансы, конечно. То есть нюанс основной, что все меняется, и Минские соглашения уже для Украины невыгодны. То есть Украина не должна все время жить в этой матрице приднестровской. Нам не нужны переговоры ради переговоров. Нам нужна фиксация неисполнения Россией Минских соглашений. Нам нужна более активная наступательная стратегия. Мы должны зафиксировать, что Россия против мира на Донбассе, Россия блокирует реальную разрядку напряженности и перемирия. И нам нужно зафиксировать, что именно отказ Путина вывести войска и передать под контроль украинским силам государственную границу и есть главное и непреодолимое препятствие Минских соглашений. Поэтому в наших интересах не затягивать эти Минские соглашения на неопределенный срок. Нам необходимо сосредоточиться в нашей стратегии в фиксации и в осуждении всем миром вот этой российской стратегии затягивания и, по сути, такой превращение Донбасса в еще одно Приднестровье, в еще одну Абхазию, в еще одну Осетию. Вот этого допустить категорически нельзя. Спасибо большое. Журналист Юрий Спасибо. Бутусов был с нами на прямой связи. Ну а сейчас, как мне подсказывают, с нами связался Петро Лющук, політолог. Он з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас.
Доброго вечора. Чуете? Да, доброго вечера. Ну, вы знаете, что журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский теперь будут участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе как представители ОРДЛО. Ну, в первую очередь, что вы думаете по поводу Сергея Гармаша и Дениса Казанского, и что это значит? Почему спустя 6 лет? Ну, знову ж таки, треба розуміти, що це перехід до такого собі своєрідного тлумачення мінських домовленостей. Тому що мінські домовленості фіксують діалог з представниками, знову ж таки, територій, які на даний момент не контролюються українською владою. І поза всяким сумнівом, вони є такими представниками. Водночас це люди, які принципово протягом останніх років відстоювали ідею територіальної цілісності України, суверенітету України над цією територією і невизнання будь-яких окупаційних адміністрацій Донбасу та інших окупованих територій України. Тобто таким чином Україна показує, що ми з одного боку не відмовляємося жодним чином від мінських домовленостей, від усього того, що там зафіксовано, включно із діалогом з представниками окупованих територій, але це не означає діалог із громадянами України, які, наприклад, пов'язані із Донбасом, зовсім не означає діалогу із терористами, окупантами та колаборантами. І таким чином ми робимо сигнал, що ми готові до діалогу з нашими громадянами, і ми, більше того, в принципі, його, мабуть, ніколи і не припиняли, враховуючи ту колосальну кількість переселенців, які були змушені залишити свої домівки після початку російської агресії. Але діалог – це не означає діалог з терористами. Угу. Но вот так или иначе, как вы думаете, можно ли реанимировать Минские соглашения? Ну, чесно кажучи, є певні сумніви, тому що абсолютно зрозуміло, і, до речі, от представники окупаційних адміністрацій, невизнаних адміністрацій, вони вже досить однозначно на ці всі призначення відреагували, що вони проти, нічого, як то кажуть, не визнають і тому подібне. Але тут треба розуміти, яка мета перед нами в цій ситуації стоїть. Перед нами це перед Україною. Зрозуміло, що уявити собі виконання мінських домовленостей зараз, так як вони були написані, ну особисто мені важко, і, мабуть, не лише мені. З іншого боку, відмовитись від них ми так само не можемо. Через цілу низку причин, ну, мабуть, не найкраща зараз для цього ситуація. Ну а почему вот Украина не может выйти из Минска, если они неэффективны? Ну, тому що це прекрасна можливість для будь-яких недругів України одразу розв'язати, як то кажуть, їм руки, одразу вмити ці руки і сказати, ну, що ж ви хочете, ви самі не хочете нічого робити, то навіщо нам тоді якісь санкції впроваджувати по відношенню до Росії? Ми ж прекрасно з вами розуміємо, як зараз ситуація складається в світі. Росія фінансує величезну кількість різноманітних політичних структур, які зранку до ночі по всій Європі повторюють: давайте знімати санкції, давайте торгувати з Росією, давайте заробляти гроші, навіщо це кому потрібно. Тобто, ну, очевидно, що насправді нас не так уже багато відділяє від перемоги цих всіх сил і в Європі, і, мабуть, не тільки в Європі. Тому нам треба боротися за те, щоб справді позиція, нехай і не повністю була проукраїнською в країн Європи і країн НАТО, але принаймні була такою проукраїнською, якою вона може бути зараз, і щонайменше, щоб не йшли на якісь поступки агресору та окупанту. Угу. І ми не повинні давати агресору і окупанту козирі для своєї пропаганди, тому що ми так само прекрасно розуміємо, що, на жаль, наші інформаційні можливості жодним чином не можуть бути співмірні з можливостями агресора и оккупанта. Угу. Ну вот Украина уже сколько настаивает на вот такой цепочке действия. Сначала выведение, прекращение огня, потом выход России из Восточной Украины, потом возврат украино-российской границы под контроль Украины, и только после этого проведение демократических, честных выборов на территории Донбасса под присмотром
международных мониторинговых каких-то миссий. Россия, наоборот, хочет проведения там выборов без установления контроля Украины над российско-украинской границей, проведения там выборов, и, понятно, после этого бы последовала некая конфедерация в Украине и очень такой значительный удар по суверенитету нашей страны. Вот в данном случае, когда мы настаиваем на своем, а Россия все-таки настаивает на своем, можно ли найти компромисс в этой ситуации? Ну, навряд чи насправді в цій ситуації легко знайти компроміс. Ви розумієте, для того, щоб знаходити компроміс, треба в першу чергу зійтися в якійсь основі. От якась повинна бути базова ідея, довкола якого цей компроміс можна вибудовувати. Ну, наприклад, от Росія повинна принципово погодитись на одну просту ідею, що Україна – це, ну, в принципі, незалежна, суверенна держава, яка самостійно може визначати своє геополітичне майбутнє. Ми приходимо до цієї думки, і якщо ми цю думку починаємо сповідувати, то вже подальші кроки, вони справді можуть бути предметом обговорення і, можливо, навіть якісь поступки, компроміси тощо. Але якщо у нас немає якоїсь базової основи для того, щоб щось обговорювати, то досить важко розраховувати на результат. А, на жаль, ми бачимо, що Росія принципово свої позиції з 2014 року не змінила. Тобто вона, як і раніше, вважає, що вона може розпоряджатися геополітичним майбутнім України і повинна для цього одержати конкретні правові геополітичні важелі. І зрозуміло, що ця позиція вона є абсолютно неприйнятною для України. І це породжує ці постійні повернення до однієї тієї самої позиції, до обговорення цих так званих модальностей, що першим, що другим, тому що немає згоди в найбільш принциповому, в найбільш важливому питанні. Ну а как вы считаете, Запад это понимает, что в данном случае компромисса быть невозможно быть или найти какой-то компромисс? Я думаю, вони це все прекрасно розуміють, і, до речі, вони, не можна сказати, що останнім часом, от знаєте, якось так уж дуже сильно примушують Україну до якихось компромісних рішень. Я думаю, що вони просто виходять із стратегії тягнути час і дивитися, куди виведе конкретна ситуація. Тому що зараз вони нічого в цій ситуації домогтися не можуть. Так само визнати той стан справ, який склався, вони так само не можуть. І тому, за великим рахунком, ну, мабуть, з 2014 року, з 2015 року, весь світ перейшов в цій ситуації до стратегії вичікування, чекати, що буде, як буде, можливо, якимось чином позиція Росії зміниться. Не можна сказати, що ми не маємо, як то кажуть, якихось там досягнень, тому що, наприклад, протягом минулого року відбулося чимало і звільнень полонених заручників, і проведено було нарешті зустріч в нормандському форматі на рівні президентів. Але от поки що це все не призводить до очікуваного результату, тому що Росія принципово не погоджується на будь-які адекватні компромісні варіанти врегулювання, які, ну, бодай якимось чином є реальні. Но вам не кажется, что Украина находится в таком неком цейтноте, когда у нас уже нет времени ждать, и мы не можем ждать еще 6 лет, потому что люди находятся под оккупацией, это Крым, это Донбасс, и каждый день пророссийская пропаганда на этих территориях, и еще 6 лет у нас нет. З цим, я думаю, кожен погодиться, що у нас немає ні 6 років, і, мабуть, кожен рік під окупацією рахується за 10. Але що робити? Ви ж розумієте, це все не від доброго життя і не від того, що, наприклад, там хтось видумує якісь дуже хитрі плани. Зрозуміло, що в Росії, яка, знову ж таки, сильна сторона, це те, що вона має відповідні ресурси, вона готова їх вкладати. І найголовніше, їй, в принципі, байдуже доля громадян. Громадян України, громадян самої Росії, громадян України в Криму, громадян України, які залишилися на території ОРДЛО, вона може грати в свої геополітичні ігри, жертвуючи сотнями, тисячами. А я більш ніж переконаний, що якби було потрібно і більшою кількістю людей.
Ми не можемо виходити із такої стратегії, що, наприклад, там можемо кимось пожертвувати, розмінятися, можемо там когось віддати, як то кажуть, в оренду і тому подібне. Нам залишається лише продовжувати ту лінію, яку ми проводили раніше, тому що, об'єктивно, яка альтернатива? Військова операція, навряд чи ми можемо прогнозувати зараз наслідки від подібної військової операції. Чекати на те, що завтра Росія розвалиться внаслідок якихось внутрішніх процесів і там якісь бунтівники будуть брати Кремль, на жаль, це, мабуть, занадто оптимістично в цій ситуації. Тож нам лише залишається одне – продовжувати свою лінію і бути готовими до будь-яких можливих варіантів, включно з ослабленням Росії, зміною російського режиму, зміною російської політики через ті або інші причини. Головніше нам бути готовими до різних сценаріїв, різних варіантів, які можуть бути. Ну, вот мы говорили с вами про Запад, да, и так или иначе мы видим попытки Запада договориться с Кремлем, договориться с Путиным. Они все еще продолжают верить, что им удастся договориться с Путиным и настаивают на выполнении Минских соглашений, они настаивают на трехсторонней контактной группе. Вот как вы думаете, может, все-таки нашим западным партнерам пора принять, понять и осознать, что уже вот пора прекращать решать вот эту нерешаемую минскую дилемму и признать, что вот такая минская дилемма существует. Либо вы занимаете сторону Украины и признаете, что вот есть суверенитет Украины, либо просто перестаете шнырять между Россией и Украиной. Вот готовы они на это? Я думаю, що вони не готові і з однієї простої причини. Не тому, що вони там якось не розуміють реальну сутність ситуації, мають якісь ілюзії. Я думаю, все набагато простіше. Вони просто обрали для себе мінські домовленості як певну зручну ширму, яка дозволяє, знову ж таки, відгородитися певним чином від проблеми. При тому вони, я думаю, все прекрасно самі розуміють. Але, уявімо собі ситуацію, вони завтра говорять, окей, мінські домовленості не спрацювали. Це все безперспективно, ніякого ефекту не принесе, ми визнаємо Росію агресором і окупантом, і що далі? Вони будуть із цим агресором і окупантом воювати? Ні. Тобто вони визнають Росію агресором і окупантом, а хто опиниться на передньому краї гніву цього агресора і окупанта? Україна. Тобто нас фактично залишать сам на сам із агресором і скажуть, пробачте, знову ж таки, ми будемо висловлювати глибоке занепокоєння, обурюватися будемо дуже сильно. Можливо, навіть виключимо з Росії з якоїсь відповідної міжнародного майданчика. Я думаю, що, в принципі, цим і пояснюється, знаєте, така дуже обережна, така, знаєте, далеко не дуже різка риторика наших західних партнерів. Вони просто розуміють прекрасно, що вони не готові до якогось збройного протистояння з Росією, тим більше до збройного протистояння за Україну. Тому, маючи в якості двох варіантів, з одного боку, якесь чергове загострення в україно-російській війні, з іншого боку, примару. Але от бодай якусь примару мінських домовленостей, вони обирають примару мінських домовленостей. Тому що це хоча і примара, але принаймні це не якась там широкомасштабна війна в Європі. Сейчас для разрешения ситуации в Донбассе происходит толкание вперед процесса со стороны Украины, не имитация деятельности, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера. Давайте его послушаем. Ми дуже націлені на результат. Це не означає, що результат прийде одразу. Але дивіться, нам вдалося відродити нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ. 2 роки вони не розмовляли в цьому форматі 4 міністрів. Ми це зробили вперше, зараз готується друга розмова. І запевняю вас, ми дуже предметно спілкуємося про те, як вирішувати проблему. Другий крок – це підвищення статусу української делегації в тристоронній контактній групі. Це дуже конкретна річ, яка суттєво впливає на те, як ми можемо представляти і реалізовувати свою позицію, і потім реалізовувати
ті рішення, які можна досягнути. Зараз ми зосереджені, і це була одна з ключових тем в Берліні. Яким чином нам Росію мотивувати не імітувати активність, а залучитися в цей процес? І є такий чудовий принцип в дипломатії, принцип взаємності. І взаємно працювати на вирішення конфлікту. Ну вот Дмитрий Кулеба сказал, что новой команде удалось возобновить нормандский формат. И вот вы видите, сейчас продвижения какие-то происходят в Минских, в трехсторонней контактной группе. Как вы оцениваете эффективность работы нового МИД при Зеленском? Ну, я не можу сказати, що нове МЗС якось, знаєте, принципово змінило відповідну лінію в порівнянні із своїми попередниками. Є певні зміни, але я їх оцінюю не як стратегічні, а як тактичні. Справді, я не думаю, що хтось у світі може дорікнути Україні за останній рік, у тому, що ми не хотіли реалізувати мінські домовленості і не шукали якихось мирних шляхів врегулювання конфлікту. Ми проводили обміни, знову ж таки, полонених, намагалися звільнити заручників, кого можна було звільнити в цій ситуації, намагалися проводити розведення військ, принаймні на тих ділянках, де це технічно можна було реалізувати. Хоча у відповідь на це ми одержували лише посилення обстрілів і спроби чергової ескалації боїв на фронті. Знову ж таки, ми проводили зустрічі і постійно їх ініціювали. Тобто Україна, вона за цей період показала, що ми реально хотіли використати усі можливості для мирного врегулювання. Реакція Росії, вона відома. Тобто це продовження гнути тієї самої лінії і спроба проштовхнути свій порядок денний під виглядом мінських домовленостей. Треба бути, я думаю, в світі абсолютно сліпим, аби цього не побачити. Або дуже сліпим, або дуже упередженим. Чи можна зробити щось іще в цій ситуації з боку України? Ну, я не можу уявити. Тобто, ми, в принципі, продовжували ту лінію з деякими тактичними поправками, яку продовжували раніше, мабуть, тому що якоїсь іншої лінії нам в цій ситуації і не залишалося. Ну вот смотрите, если сейчас происходит вот некое толкание вперед процесса со стороны Украины в разрешении ситуации на востоке Украины, то как вы оцениваете действия вот новой украинской власти по отношению к Крыму? Потому что если по Донбассу мы видим какие-то действия, то по Крыму, как вы думаете, они есть? Есть какая-то стратегия по Крыму? Ну, озвучується, принаймні, нарешті, через певний проміжок часу почали знову озвучувати тези про необхідність запровадження міжнародної платформи з питання деокупації Криму. Ну, принаймні, ми про це почали говорити, і говорити на державному рівні. І ми повинні про це постійно говорити. Нам, в принципі, от знаєте, тривалий час Росія нав'язувала такий порядок денний, який я особисто завжди називав спробою роздробити проблему. Чи от є проблема Донбасу, вона окрема, там є, наприклад, окрема проблема Криму, є якісь інші проблеми. Немає цих всіх проблем окремо. Є одна проблема – проблема російського імперіалізму і реваншизму. От вони хочуть відбудувати Російську імперію в будь-якому форматі, як би там вона не називалася, і хочуть переглянути результати холодної війни. І в рамках цієї проблеми вони здійснюють агресію в Криму, здійснюють агресію на Донбасі, і тому ключова проблема – це проблема російського імперіалізму і реваншизму. Вирішимо цю проблему, і інші проблеми, які є похідні, так само вирішаться. І проблема Донбасу, і проблема Криму, і будь-яких інших гарячих точок на пострадянському просторі, тому що вони всі мають абсолютно одну і ту саму природу. Спроба Росії втручатися в життя суверенних республік, які вийшли зі складу СРСР.
І особисто я вважаю, що нам треба ставити питання саме таким чином. Що є первинна проблема, це проблема російського імперіалізму. Ну вот А інші скажите, проблеми, вони є похідними. мир, международное право, международные организации, они были просто не готовы к тому, что может появиться вот такая вот страна и может просто игнорировать международные какие-то договоренности, решения международных судов. Просто мир в это не верил, он был не готов к этому. Я думаю, так. Ви знаєте, оце дещо ейфорія 90-х років після розпаду СРСР, припинення холодної війни, ця ідеологія так званого кінця історії, вона, звичайно, справді дуже сильно багатьох розхолодила. Тому що треба просто зрозуміти, що для деяких країн міжнародне право нічого не означає, тому що якщо, наприклад, ти прагнеш добровільно до самоізоляції від всього оточуючого світу, то міжнародне право для тебе перетворюється на фікцію. От, наприклад, Україна не може ігнорувати якісь міжнародні рішення, рішення міжнародних судів, тому що ми маємо виразні цілі, навпаки, інтеграції в євроатлантичні, європейські структури. Тому ми не можемо ігнорувати міжнародне право, міжнародні рішення. Росія каже, нам ніхто не потрібен, нам потрібно від цього світу відмежуватися, і на підставі цього вони справді можуть обійняти стратегію ігнорування міжнародного права, якихось міжнародних принципів, тому що вони собі вважають, що вони самі можуть це все диктувати. На жаль, справді світ, я думаю, був абсолютно до цього не готовий. Всі вважали, що якісь можуть бути локальні конфлікти, але всі вони рано чи пізно будуть вирішуватися. Тобто, в будь-якому випадку, я думаю, що всі в світі абсолютно неадекватно оцінювали як результати розпаду СРСР, так і загалом результати холодної війни. Дякую. І прозріння, воно коштувало усім дуже дорого. Дякую вам. Політолог Петро Олещук був з нами на прямому зв'язку. А з нами зараз на прямой связи політолог з Франції Андрій Шкіль. Вітаю вас. Витаю навзаим. Витаю. Да, давайте вот с вами обсудим следующую новость. Двухпартийная группа поддержки Украины в Палате представителей Конгресса призвала государственного секретаря Майка Помпео вместе с министром финансов Стивеном Мнучиным применить ранее одобренные Конгрессом и президентом США санкционные механизмы компаниям Стив и Мэйр Тесс, чьи суда Россия, похоже, планирует использовать для завершения Северного потока-2. Об этом говорится в заявлении группы. Давайте вместе послушаем. Кремль сподівається, що якщо він поквапиться із завершенням проекту, США не встигнуть відповісти. На щастя, Конгрес США на потужній двопартійній основі створив засоби застосування спрямованих санкцій щодо компаній, які здійснюють прокладання труб та для захисту безпеки України. Ці санкції були критично важливими для гарантування виконання газового контракту Україна-Росія та сплати «Газпромом» компенсації «Нафтогазу» у майже $3 мільярди після знакового рішення Стокгольмського арбітражу проти «Газпрому». Ну а вот немецкий журналист Борис Райтшустер в эфире АТР рассказал, на чьей стороне выступит Германия в вопросе строительства Северного потока-2. Далее его прямая речь. К сожалению, в этом есть большая доля истины. Я тоже считаю, что Меркель тут поступает очень плохо. Мне это совсем не понятно. Я это очень резко осуждаю. И я вообще уже, честно говоря, потерял всякую веру в Меркель. Раньше я думал, это совпадение, когда она была против вступления Украины в НАТО. Предотвратила это, когда она была против вооружения Украины, когда Россия напала. Но сейчас, когда смотреть, я буду дипломатично выразиться, если у Путина было бы желание, кто сидит в ведомстве канцлера, то я думаю, он, может, и загадал бы, чтобы Меркель там осталась, и поток этот оставила бы. Отстаивала бы дальше строительство Северного потока, так будет правильно сказано. Андрей, как вы считаете, достроит ли Северный поток-2? Ні, я вважаю, що він не буде добудований, тому що змінилася ситуація в першу чергу в Сполучених Штатах. І як президентові діючому для переобрання потрібна потужна, якась європейський порядок денний, позиція Сполучених Штатів щодо Європи, бо його опонент
пан Байден, він є чітким, дуже активним захисником європейських цінностей Сполучених Штатів. Ми маємо на увазі, що все ж таки формули держава, громадянин, суспільство, держава для Байдена ближче європейські, тому його виборці будуть ще уважніше слідкувати за руками чи діями Байдена після його обрання. Тобто я не бачу можливості протистояти Сполученим Штатам, тобто властиво двом політичним партіям, які у своєму рішенні зупинити Північний потік проявили не тільки словесно, але вже тепер, як кажуть, і матеріальну єдність, це відповідною постановою. Я думаю, що дуже складно буде вивернутися німецькій владі з цієї ситуації. Я вважаю, що буде вчинено, як завжди. Будуть голосні заяви про те, що це дуже вигідно для німецької економіки, будуть дуже голосні заяви, що це підриває, скажімо так, довіри до демократичних державних інститутів, бо от була укладена угода, вона не дотримана, це комерційна угода, немає значення, з ким вона була укладена, але тим не менше жодних активних дій Німеччина вживати не буде, тільки словесні дії. Як це було, наприклад, у Франції щодо закриття Ірану, тобто закриття від торгових операцій. Тобто це не блокада, таке от ембарго на поставчання туди товарів. Всі французькі фірми були проти. Французький президент Макрон їх в цьому підтримував, але тим не менше дуже швидко всі покинули територію Ірану. Дякую. Я думаю, що тут буде ситуація дуже подібна. Дякую, Андрій Шкіль, політолог, був з нами на прямому зв'язку. И вот следующая новость, которую мы хотим успеть обсудить, к сожалению, не очень много остается времени до завершения нашего эфира. С нами на прямой связи Олег Стариков, военный-эксперт. Витаю вас. Добрый день. Добрый день. Ну вот смотрите, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Ян Столтенберг отмечает, что подход НАТО к отношениям с Россией остается неизменными и сочетает стратегию сдерживания Минобороны с политикой диалога. Давайте послушаем. Ми бачили більш напористу Росію. Ми бачили Росію, яка готова застосувати воєнну силу проти сусідів у Грузії і Україні, яка виділяє значні інвестиції у нові сучасні можливості, зокрема у нові ядерні можливості. Вони зараз розміщують нові ракетні системи, що можуть досягти європейських міст і зменшити граничні межі ймовірного застосування ядерної зброї у збройному конфлікті. Ми відповіли на це не шляхом віддзеркалення дій Росії, але завдяки забезпеченню надійного стримування і оборони, оскільки найкращий спосіб запобігти конфлікту – це усунути будь-які моменти для сумнівів і прорахунків щодо готовності і прагнення НАТО захистити усіх союзників. І поки ми забезпечуватимемо таке стримування, не буде конфлікту, не буде нападу. Ну а вот Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставкам второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Об этом в интервью турецкому телеканалу заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Вот что я хотела спросить. Ян Столтенберг недавно говорил и назвал Россию первым среди вызовов на ближайшие 10 лет. Но тем временем, когда НАТО относится с опаской по отношению к России, одна из стран-членов Североатлантического альянса продолжает покупать у России зенитно-ракетные комплексы. Как? Дело в том, что президент Эрдоган и Исламская республика Турция решила стать региональным лидером в связи с тем, что в ближайшее время архитектура безопасности, которая была сформирована после 1975 года заключительным Хельсинским актом, по всей видимости, будет пересмотрена. Поэтому, опять же, Турция решила стать региональным лидером. Она решает свои проблемы, но она и является одним из основных членов НАТО. У нее самая сильная сухопутная составляющая именно в НАТО. На территории Турции на базе «Инжелик» расположено 55
ядерных бомб, которые с двойными ключами Соединенных Штатов Америки и Турции. Поэтому и есть, но есть вызовы определенные. Вызовы — это Сирия, это миллионы беженцев, которые сейчас реально находятся в Турецкой Республике. И Турция пошла на сотрудничество с Российской Федерацией по Сирии. Почему? Потому что для того, чтобы остановить вот эту проблему, которую ее подталкивает именно Сирия, вот эти беженцы. Поэтому сейчас они заключили договор совместное патрулирование с Российской Федерацией по трассе М4. И для того, чтобы по экономической составляющей около 7 миллионов человек Российской Федерации ежегодно приезжают в Турцию отдыхать, это где-то 7 миллиардов долларов, дополнительный ресурс. И для того, чтобы как-то вот это все сбалансировать, я так думаю, я так предполагаю, что президент Турции решил закупать данные комплексы. Это, в принципе, второй комплекс. 10 секунд. Да, это С-400, это комплексы оборонительные. Дело в том, что само по себе военное их использование проблематично, сразу говорю, проблематично, потому Спасибо. что, с одной стороны... Спасибо большое. Извините, я просто вынуждена была прервать наш эфир, потому что у нас новости сейчас выходят в 17:00. Смотрите, не пропустите. С нами был на прямой связи Олег Стариков, военный эксперт.